Добрый вечер, уважаемые телезрители. В эфире новости на канале таджикского телевидения. Студию Улугбек Салимбекзаде. И к основным новостям к этому часу. В соответствии с указом президента Республики Таджикистан и в целях достойного празднования 30-летия государственной независимости Республики Таджикистан в 2021 году будет проведен республиканский конкурс «Таджикистан. Родина любимая моя». Будет утверждено положение о республиканском конкурсе «Таджикистан. Мой любимый край», состав комиссии по проведению конкурса и призы. Приложения 1, 2 и 3. Министерство культуры, образования и науки Республики Таджикистан, Комитетом по телевидению и радио по делам молодежи и спорта, женщин и семьи при правительстве Республики Таджикистан должны принять меры для проведения конкурса на высоком уровне. Исполнительным органом государственной власти Горно-Бадахшанской автономной области, Сагдийской и Хатлонской областей, города Душанбе, городов и районов обеспечить выполнение требований настоящего распоряжения, предпринять меры для привлечения наибольшего числа любителей искусства и музыки и поощрить победителей первого и второго туров и их наставников материальными и моральными призами. Согласно распоряжению президента Республики Таджикистан, Министерством финансов Республики Таджикистан, из резервного фонда президента Республики Таджикистан на 2021 год на реализацию этого мероприятия будет выделено 2 540 000 сомони. Конкурс будет проводиться среди следующих групп: учащиеся и студенты профессиональных музыкальных учебных заведений, профессиональных коллективов, певцы и музыканты народных филармоний, народных театров, творческих коллективов, отделов культуры, Горно-Бадахшанской автономной области, Сагдийской и Хатлонской областей, Душанбе, городов и районов республиканского подчинения, учащиеся и студенты общеобразовательных, начальных, средних и высших профессиональных учебных заведений и после высших профессиональных учебных заведений, независимо от организационно-правовых форм собственности, научные и творческие работники. Республиканский конкурс «Таджикистан. Родина любимая моя» проводится по следующим номинациям: композиторы, пение, игра на музыкальных инструментах. Победители третьего тура и их преподаватели в установленном порядке за счет средств резервного фонда президента Республики Таджикистан награждаются призами. Учителя, ученики которых в третьем туре конкурса заняли первое место, награждаются знаком «Отличник культуры Республики Таджикистан». Обладатели первого, второго и третьего места третьего тура в номинации «Сочинения» будут выдвинуты в члены Союза композиторов Таджикистана. Учителя, которые готовят своих учеников в возрастном диапазоне от 12 до 17 лет с первого по третий тур конкурса в финале, награждаются почетным призом и первыми, вторыми и третьими местами из резервного фонда президента Республики Таджикистан. Список победителей третьего тура утверждается конкурсной комиссией на основании протокола и направляется на утверждение президента Республики Таджикистан. В целях мотивации победителей всех туров конкурса и их учителей в соответствии с законодательством Республики Таджикистан допускается привлечение спонсоров. В конкурсе не примут участие известные музыканты, певцы и профессиональные музыканты. Одновременно один человек не может участвовать в двух номинациях. Победители будут награждены почетными призами, первыми, вторыми и третьими премиями, дипломами и призами. Победители республиканского конкурса «Таджикистан. Родина любимая моя», обладатель почетной премии первой, второй и третьей премии по истечении 3 лет получает право участвовать в следующем конкурсе. Согласно распоряжению президента Республики Таджикистан, в честь 30-летия государственной независимости Республики Таджикистан в 2021 году будет проведен республиканский конкурс «Фуруги Супидоной Китобас». Будет утверждено положение, состав комиссии, премии и перечень рекомендуемой литературы республиканского конкурса «Фуруги Супидоной Китобас». Министерством образования и науки, культуры, Национальной академии наук Таджикистана, Союзу писателей Таджикистана, Комитету по телевидению и радио, по делам молодежи и спорта, по делам женщин и семьи, государственному учреждению Национальная библиотека, исполнительного аппарата президента Республики Таджикистан поручается принять необходимые меры по проведению на высоком уровне указанного конкурса в соответствии с распоряжением президента Республики Таджикистан. Исполнительным органом государственной власти Горно-Бадахшанской автономной области, Сагдийской и Хатлонской областей, города Душанбе, городов и районов республиканского подчинения обеспечит выполнение требований настоящего распоряжения, поощрять материально и морально победителей конкурса, наставников и родителей, чьи ученики и дети стали обладателями премии республиканского тура конкурса. Министерство финансов Республики Таджикистан за счет средств резервного фонда президента Республики Таджикистан, предусмотренных на 2021 год, выделить исполнительному аппарату президента Республики Таджикистан для реализации данного мероприятия 2 835 000 сомони наличными. Конкурс проводится по 5 номинациям: детская и подростковая литература, классическая литература, современная литература, мировая литература, сочинение прозы.
Участники номинации делятся на следующие группы. Студенты общего, среднего и начального профессионального образования, 10-11 классы, студенты средних и высших учебных заведений, бакалавры и магистры, аспиранты, докторанты и работников научных и творческих учреждений, учителя всех уровней образования, деятели культуры и искусства, взрослые и представители различных профессий. Судьи конкурса в каждой номинации будут разделять эти три категории. В конкурсе может принять участие население страны, в том числе учащихся общего, среднего и начального профессионального образования, студенты среднего и высшего профессионального образования, после вузовского образования, аспиранты, докторанты, исследователи, преподаватели всех уровней образования, деятели культуры и искусства, представители разных профессий. Один человек может участвовать только в одной номинации. Призы присуждаются победителям в 4 группах и 5 номинациях. Победители 4-го тура конкурса, занявшие 1-е, 2-е, 3-е места и обладатель гран-при, не имеют права участвовать в соревнованиях последующих лет на срок до 3 лет. Учителя, ученики которых в 4-м туре конкурса заняли 1-е место, награждаются почетными знаками «Отличник образования и науки Республики Таджикистан» и «Отличник культуры Республики Таджикистан». Учителям общеобразовательных школ, которые подготовят своих учеников с 1 по 4 тур конкурса, а в финальном туре займут 1, 2 и 3 места, будут вручены денежные призы из резервного фонда президента Республики Таджикистан. Родители, чьи дети займут 1, 2 и 3 места в 4-м туре, получат знаки Марифат Парвар и почетную грамоту Национальной библиотеки. Победители 4-го тура конкурса, занявшие 1, 2 и 3 места и обладатель гран-при, не имеет права участвовать в соревнованиях последующих лет на срок до 3 лет. На основании указа президента Республики Таджикистан и с целью реализации 20-летия изучения развития естественных, точных и математических наук в сфере науки и образования 2020-2040 годы и для развития технического мышления, расширения научного мировоззрения, доступа к технике и технологии, распространения изобретательства и новаторства, связи науки с производством, привлечение большого числа обучающихся студентов и других слоев общества в изучению естественных, точных и математических наук, а также выявление новых талантов в этом направлении ежегодно проводит республиканский конкурс «Ильм, Фуруг и Марифат». Будет утверждено положение, состав комиссии, призы, награды и список рекомендованной литературы республиканского конкурса «Ильм, Фуруг и Марифат», приложения 1, 2, 3 и 4. Национальная академия наук Таджикистана, Министерству образования и науки Республики Таджикистан, Министерству промышленности и новых технологий Республики Таджикистан, Министерству экономического развития и торговли Республики Таджикистан, Главному управлению геологии при правительстве Республики Таджикистан, Комитету по телевидению и радио при правительстве Республики Таджикистан, Комитету по делам молодежи и спорта при правительстве Республики Таджикистан и Комитету по делам женщин и семьи при правительстве Республики Таджикистан необходимо принять необходимые меры для проведения на высоком уровне указанного конкурса. Исполнительным органом государственной власти Горно-Бадахшанской автономной области, Сагдийской и Хатлонской областей, город Душанбе, городов и районов республиканского подчинения, руководителям научно-исследовательских учреждений, учреждений среднего и высшего профессионального образования поручено обеспечить выполнение требований настоящего распоряжения, принять меры для привлечения большого количества обучающихся студентов, аспирантов и докторантов и других слоев общества, проявляющих интерес в изучении естественных, точных и математических наук, а также к изобретательству и новаторству и поощрить победителей призами и их преподавателей материальными и моральными наградами. Министерство финансов Республики Таджикистан за счет средств резервного фонда президента Республики Таджикистан, предусмотренных на 2021 год, будет выделено исполнительному аппарату президента Республики Таджикистан 2 345 000 сомони наличными для реализации данного мероприятия. Республиканский конкурс «Наука и просвещение» проводится по 7 номинациям: математика, арифметика, алгебра, геометрия, физика и астрономия, химия, биология, ботаника, зоология, анатомия, география, информационные технологии, изобретения и инновации. Победители 4-го тура и обладатель гран-при будут награждены в установленном порядке за счет средств резервного фонда президента Республики Таджикистан. Призы и денежные награды победителям конкурса и их учителям на церемонию вручит представитель президента Республики Таджикистан. Участники, занявшие 4, 5, 6 места 4-го тура конкурса, награждаются нагрудными знаками «Наука и инновации» и почетной грамотой Национальной академии наук. Форма, размер и порядок награждения медально разрабатывается и утверждается Национальной академией наук. Учителя общеобразовательных школ, ученики которых в 4-м туре конкурса завоевали гран-при и заняли 1, 2 и 3 места, будут награждены денежными призами. Уважаемые телезрители, мы продолжаем программу. Подробную информацию о республиканских конкурсах «Ильм, Фуруг и Марифат», «Фуруг и Супидоной», «Китобас» и «Таджикистан. Родина любимая» можно найти на официальных сайтах президента Республики Таджикистан, Национального информационного агентства Таджикистана «Ховар» и на официальных сайтах министерств и комитетов.
Согласно распоряжению президента Республики Таджикистан с целью реализации 20-летия изучения и развития естественных, точных и математических наук в сфере науки и образования 2020-2040 годы и для развития технического мышления, расширения научного мировоззрения, привлечения большого числа обучающихся студентов и других слоев общества к изучению естественных и точных математических наук, а также выявлению новых талантов в этом направлении ежегодно проводить республиканский конкурс «Илм Фуруги Марифат». Сейчас наблюдается очень пристальное внимание руководства страны на развитие точных наук. Радует, что руководство страны непосредственно придает особое внимание развитию точных наук. Поэтому нам это дает новое вдохновение, чтобы творить пути к изучению и развитию науки в нашей любимой стране. Республиканский конкурс «Илм Фуруги Марифат» будет проводиться ежегодно по 7 номинациям. И это будет способствовать привлечению молодежи к изучению точных наук. И таким образом повышать интеллектуальные знания нашего населения в области точных наук. Как мы знаем, что локомотивом развивающей страны это и является кадровая база и представители точных наук в данной государстве. Данный конкурс будет проводиться по 7 номинациям. Это физика и астрономия, химия, география, биология, математика, информационные технологии и изобретательство и новаторство. Конкурс будет проводиться в 4 этапах по регионам, потом городам и областях, а потом городской, а потом республиканского уровня. Данный конкурс будет способствовать развитию и агитации среди молодежи и подростков изучения точных наук. Республика Таджикистан, как независимое государство, в последние годы укрепила свою позицию и авторитет на международной арене. Благодаря успешной политике лидера нации, суть которой в международных отношениях составляет политика открытых дверей, развивается международное сотрудничество с государствами ближнего и дальнего зарубежья, международными организациями. В соответствии с положениями ШОС в 2021 году, в котором отмечается 20-летие этой авторитетной организации, председательство в ШОС перешло от Российской Федерации Республики Таджикистан. При Академии государственного управления при президенте Республики Таджикистан в согласовании с президентом страны образован Центр дружбы и сотрудничества с Шанхайской организацией сотрудничества в Таджикистане. Интенсивный диалог между странами, членами организации ШОС, начался 20 лет назад. В 1996 году в Шанхае прошла первая встреча глав 5 государств – России, Китая, Казахстана, Киргизии и Таджикистана. Участники саммита подписали соглашение об укреплении доверия в военной области в районе границы. На основе этого соглашения возникло политическое объединение, известное как «Шанхайская пятерка». Согласно хартии ШОС, целями альянса являются стабильность и безопасность в регионе, а также борьба с терроризмом, экстремизмом, развитие экономического сотрудничества, энергетического партнерства, научного и культурного взаимодействия. Приоритетные направления – развитие транспортной инфраструктуры, энергетики, телекоммуникаций, нефтегазовой сферы, сельского хозяйства, использование водных ресурсов и так далее. 10 ноября 2020 года Республика Таджикистан приняла от Российской Федерации эстафету председательства в ШОС. Председательство страны совпадает с юбилейной датой 20-летия создания организации. При Академии государственного управления при президенте Республики Таджикистан в согласовании с президентом страны образован Центр дружбы и сотрудничества с Шанхайской организацией сотрудничества в Таджикистане, который является общественной, негосударственной, некоммерческой организацией в структуре Академии и занимается изучением интеграционных процессов и укреплением организации. Как мы знаем, в последние годы Республика Таджикистан укрепила свою позицию и авторитет на международной арене. Благодаря успешной политике основателя мира и национального единства, лидера нации, президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмон, суть которой в международных отношениях составляет политика открытых дверей, развивает взаимовыгодное сотрудничество с государствами ближнего и дальнего зарубежья, а также с международными и региональными организациями. Открытие Центра дружбы и сотрудничества Шанхайской организации при Академии государственного управления при президенте Республики Таджикистан в согласовании с президентом Республики Таджикистан показатель нашей успешной политики в развитии и укреплении данной авторитетной организации. Будучи председателем, Республика Таджикистан намерен приложить все усилия для безопасности и стабильности, а также для укрепления экономических, гуманитарных и коммерческих связей на просторах Шанхайской организации сотрудничества.
Во время церемонии открытия участники встретились в режиме онлайн с генеральным секретарем ШОС Владимиром Норовым и директором Национального центра ШОС и дипломатии в Узбекистане Кабулджоном Сабировым. Было отмечено, что Центр дружбы и сотрудничества ШОС в Таджикистане, изучающий процессы интеграции и укрепления организации, послужит в деле укрепления дружбы и добрососедства между государствами-членами ШОС. Зумрат Файзиева, Дельшоди Хушвах. Новости. Индонезия приходит в себя после мощного наводнения. Эвакуировано несколько тысяч человек. Лесной пожар вспыхнул на границе Испании и Франции. Эвакуированы десятки человек. Пожар начался в испанской провинции Наварра, а затем перекинулся на пограничные районы с Францией. Эти и другие новости более подробно в блоке зарубежных новостей. Уважаемые телезрители, это была вся информация. Подготовили к этому часу. Мы не прощаемся с вами. Мы следим за развитием событий. Оставайтесь с нами. Приятных вам новостей и до встречи.